Доброе утро, самые ранние телезрители нашего канала Якутия-24 и НВК Саха. Ваш день уже задался, кстати. Знаешь почему, Руслан? Ну, конечно, потому что он начинается с нашей программы «Утро Якутии». Да, все верно. И, конечно, советуем вам ни в коем случае не переключаться, потому что мы и наши коллеги, впрочем, как и всегда, подготовили для вас самое полезное этим утром. Итак, сегодня мы расскажем, как оформить загранпаспорт нового поколения в офисе МФЦ. Отличная новость от Национальной библиотеки Якутии. Представим вам новый проект «Семейная аудиобиблиотека». Также мы поговорим о пользе и вреде употребления красного мяса. Приготовим летний напиток смузи, а вместе с Дарьей Анкехова отправимся покорять парусный спорт. Ну а с гостями в нашей студии мы поговорим о стартовавшем на этой неделе фестивале «Шедевры ЮНЕСКО». Ну и также мы напоминаем, что вы можете принимать активное участие в нашем прямом эфире. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии», пишите, задавайте свои вопросы, следите за анонсами, ну а также отправляйте ваши поздравления своим близким, в том числе и на наш номер 8 914 273 44 88. Горячие знойные дни стоят в эти дни в столице. А что готовит нам среда, 22 июня, узнаем в прогнозе погоды. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 14-18 градусов со знаком плюс. В Заречной группе от 15 до 18 выше 0. В южных в это утро в Нерюнгри плюс 12, плюс 13 в городе Алдане. В Вилюйской группе от 8 до 13, в Нижнеленских 13-16 выше 0. В западных 10 в это утро в Ленске, плюс 15 в Алекминске. В Колымо-Индигирской группе Улусов 6 градусов в это утро в Черском, более теплее в селе Хану, плюс 14 градусов. В Янских от 7 до 15, на северо-западе от 2 до 15 градусов выше 0. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 19 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер дует северный со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают день без осадков. Ветер северо-западный подует с порывами от 1 до 3 метров в секунду, и температура воздуха днем 26-28 градусов со знаком плюс. Уже как 81 год минул с тех пор, как фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 22 июня постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации день начала Великой Отечественной войны установлен День памяти и скорби. Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но какой ценой? Ценой человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали на долю советского народа. Вечная память нашим героям. 22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. В 1941 году в этот день фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. По народному календарю 22 июня лето вступало в свой расцвет. Наступал самый длинный день в году. Убить комара в этот день считалось хорошим делом. Их количество от этого должно было пойти на убыль. 22 июня 1633 года Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Ученого обвинили в ереси. Суд длился почти 3 месяца. В итоге Галилей, стоя на коленях, отрекся от своего учения. 22 июня 1668 года царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря на островах в Белом море. Монахи-староверы отказались принять церковные реформы патриарха Никона и оказали вооруженное сопротивление царским властям. 22 июня 1941 года началась героическая оборона Брестской крепости. Большинство защитников крепости погибли. 22 июня 1767 года родился Вильгельм фон Гумбольдт, немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель и дипломат. 22 июня 1898 года родился Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель. 22 июня 1903 года родился Джон Диллинджер, американский преступник, самый знаменитый грабитель банков. 22 июня 1947 года родилась Наталья Варлей, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. 22 июня 1949 года родилась Мэрил Стрип, американская актриса кино, театра и телевидения, общественный деятель.
22 июня 1950 года родилась Светлана Крючкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил и Фёкла. Лето – это долгожданный сезон отпусков. Многие россияне задумываются о том, чтобы провести свой отдых за границей. А вы уже проверили, не заканчивается ли срок действия вашего загранпаспорта? Или же у вас его нет и необходимо оформить? Как и где получить загранпаспорт? Какие документы для этого потребуются? Об этом мы поговорим с аналитиком центра «Мои документы» Лилией Ли. Доброе утро. Доброе Утро. В прошлом году в Якутии появилась первая криптокабина для оформления биометрического загранпаспорта нового поколения на базе МФЦ. Можете рассказать поподробнее об этом устройстве? Дело в том, что криптобиокабина – это программно-технический комплекс, с помощью которого осуществляется сбор биометрических данных гражданина, также осуществляется фотографирование и сканирование предоставляемых документов. Далее эта информация в виде контейнера уходит по системе межведомственного электронного взаимодействия в систему МВД. Также при помощи криптобиокабины осуществляется активация и выдача заграничного паспорта, то есть готового загранпаспорта. А что касается пакета документов, изменились ли какие-то правила, стали они гораздо проще или, может быть, что-то еще новое добавилось? И вообще гражданину, который в первый раз собирается получить загранпаспорт, какой пакет документов необходимо с собой принести? Дело в том, что гражданин имеет право оформить загранпаспорт старого образца и также нового образца на 10 лет, который содержит электронный носитель информации. Для того, чтобы получить загранпаспорт, помимо заявления, гражданину необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. Также для оформления загранпаспорта старого образца необходимо предоставить фотографии размером 35 на 45 мм. Для граждан в возрасте от 14 лет 3 фотографии, для граждан в возрасте до 14 лет 2 фотографии. Также гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет необходимо дополнительно предоставить документ воинского учета. За предоставление государственной услуги предусмотрена государственная пошлина в следующих размерах. Если вы хотите оформить загранпаспорт старого образца на 5 лет, то размер госпошлины для граждан в возрасте от 14 лет составит 5 тысяч, для граждан в возрасте до 14 лет размер госпошлины составит 1000 рублей. Прошу прощения, старого образца 2000, для граждан до 14 лет 1000 рублей. Если же вы хотите оформить загранпаспорт нового поколения сроком на 10 лет, то вам придется оплатить госпошлину в размере 5000. Гражданам в возрасте до 14 лет 2500 рублей. Также я хочу акцентировать на том, что оформление загранпаспорта занимает определенное время, поэтому гражданам необходимо об этом позаботиться заблаговременно, потому что если гражданин зарегистрирован на территории Республики Саха-Якутия, срок изготовления паспорта составит 1 месяц. Если гражданин зарегистрирован в другом регионе России, то срок оформления паспорта составит 3 месяца. То есть это тоже нужно учитывать при планировании своего дальнейшего отпуска. А как быть родителям, которые хотят со своими детьми поехать за границу до 14 лет? Можно ли детей вписать в паспорт? Какие-то есть ли определенные условия? Вписать детей можно только в загранпаспорт старого образца. Для этого необходимо подать заявление и оплатить дополнительную госпошлину в размере 500 рублей. Если же родитель оформляет новый загранпаспорт старого образца, то есть если ранее действующий паспорт уже истек, и он оформляет новый, то дополнительно оплачивать госпошлину для внесения сведений о детях не нужно. Что касается загранпаспорта нового поколения, то дети в этот паспорт не вписываются. То есть в любом случае нужно оформить загранпаспорт ребенку. А вот, например, у меня есть загранпаспорт, но у него еще не истек срок годности. Могу ли я оформить новый паспорт? Это зависит от того, какой у вас паспорт. Если у вас паспорт нового образца, да, срок действия которого не истек, то, соответственно, вы
если вы оформляете загранпаспорт старого образца, то ранее действующий паспорт нужно, соответственно, аннулировать. Если же вы имеете старый загранпаспорт с неистекшим сроком действия и оформили загранпаспорт нового поколения, то предыдущий паспорт не аннулируется. Также можно иметь два паспорта нового поколения. Тот, который был выдан ранее, срок действия которого истек, и новый паспорт. При этом нужно помнить, что второй загранпаспорт может быть только нового поколения. То есть гражданин может иметь два паспорта, например, старого образца и нового образца, и также два паспорта нового поколения. А как быть, если произошла такая ситуация, можно сказать, форс-мажорная? Срок действия загранпаспорта истекает во время отпуска за границей. Конечно, это неприятная ситуация, лучше такого не допускать, но если все же такое случилось, то в этом случае гражданину необходимо обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в стране пребывания для оформления свидетельства на въезд в Российскую Федерацию. А вот что быть, если в случае, например, нужно ехать уже через полмесяца, например, да, куда-то, то можно ли получить загранпаспорт в ускоренном порядке? Есть ли какая-то процедура? Дело в том, что в ускоренном порядке загранпаспорт оформляется только старого образца, и то в определенных случаях. При наличии, допустим, тяжелого заболевания, да, заболевания близкого родственника или в связи с утратой родственника и необходимостью срочного выезда, в этом случае загранпаспорт оформляется в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления. К сожалению, загранпаспорт нового поколения в ускоренном порядке получить нельзя, так как процедура внесения биометрических параметров в паспорт довольно сложна. Ну, большое вам спасибо. Действительно, это очень полезная перед отпусков такая информация. И, конечно, большое спасибо, что в это утро вы пришли и нам, всем нашим телезрителям, рассказали и информацией этой поделились. Вам спасибо, всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Ну, дорогие друзья, мы напоминаем, что работаем в прямом эфире. Вы можете отправлять ваши сообщения, поздравления на наш номер 8 914 273 44 88. Ну, вы можете написать поздравления своим родным, близким, либо же вопросы нашим гостям в студии. Ну, а мы обязательно их зачитаем в прямом эфире. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из новостной службы с последними и актуальными новостями. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечественная война, освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, ставшая важнейшей и решающей частью Второй мировой войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам. Тяжелая кровопролитная война длилась 1418 дней и ночей. Завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Военный учебный центр на базе СВФУ готовится принять первых курсантов. Занятия по программе военной подготовки сержантов запаса начнутся 1 сентября. Всего обучение пройдут 108 человек. Отбор проводят среди студентов СВФУ, обучающихся очно по программам бакалавриата и специалитета. Программа военной подготовки сержантов запаса рассчитана на 2 года. Как сообщили в ВУЗе, сейчас идет первый набор. Он завершится в середине июля вместе с весенним призывом. Предварительный отбор студентов проводит военкомат. Там студенты проходят медобследование и профессионально-психологический отбор. Изучить город изнутри. Такую цель ставят перед собой для создания корректного мастер-плана Нерюнгри. Именно этот документ и станет основным. Он будет регламентировать вектор развития всех сфер жизни. Уже прошла стратегическая сессия, в которой приняли участие сотрудники администрации, правительства республики, представители общественности, индивидуальные предприниматели. Обсуждали ключевые направления, непосредственно сам образ будущего города и проекты его развития.
В городе очень много звучит проблем с точки зрения миграции, например. Приезжает довольно много рабочих кадров, а уезжают ценная молодежь, и идет такой небольшой перекос. Да? Некоторые люди уезжают из Нерюнгри, это звучит как проблема. Говорят, что детям нечем здесь заниматься. Досуг хотелось бы, чтобы был организован лучше. Разные совершенно звучат задачи. Фильм «Рядовой Черин» покажут в городе Кировское в ДНР сегодня. Показ организован при поддержке делегации из Якутии. Напомним, в День России 12 июня Якутия подписала соглашение о взаимодействии с городом Кировское. Республика окажет помощь в восстановлении объектов социальной инфраструктуры и ЖКХ. «Рядовой Черин» снят по повести, которая была написана в 1947 году якутским писателем-фронтовиком Тимофеем Сметаниным. Военная картина собрала более 12 миллионов просмотров в соцсетях. В День Победы также состоялась телепремьера фильма на канале СТС. А 24 июня традиционно зажгут огонь международных спортивных игр «Дети Азии», который в этом году примет Приморский край. 26 июня первый день эстафеты огня пройдет в Якутске. Факел пронесут титулованные спортсмены Василий Егоров и Сардана Трофимова. Как рассказали в Международном комитете игр, на Ленских столбах 24 июня состоится обряд и добыча огня. Старейшины проведут алгыз. Ожидается приезд представителей Олимпийского комитета России, Олимпийского совета Азии, Организационного комитета зимних игр «Дети Азии» в Кемерово. Большое спасибо нашим коллегам. И еще одна хорошая новость. С 2020 года электронная библиотека Национальной библиотеки Якутии начала работу аудиоматериалами, предоставила возможность своим читателям прослушать отрезки из художественных произведений. Как показал опыт работы, такой формат понравился читателям. Поэтому с прошлого года библиотека расширила свои задачи и создала медиапространство, где представляет читателям аудио-видеоматериалы о языковом, культурном, литературном наследии народов Якутии. Так настигла задача о создании проекта аудиокнига «Семейная аудиобиблиотека». Коллекция аудиокниг в фонде электронной библиотеки довольно обширна, благодаря в том числе озвучиванию книг актрисы Нюрбинского драмтеатра Майи Слепцовой и другим участникам проекта «Подари голос книги». А в новом проекте «Семейная аудиобиблиотека» озвучиваются произведения русской и якутской классики. Это сказки, сборники стихотворений, рассказы. Подбор книг составлен из фондов Национальной библиотеки, а также упор делается на те книги, которые популярны среди читателей электронной библиотеки. И, конечно же, к юбилейным датам произведений и писателей. Важно, чтобы аудиокнига была озвучена очень качественно, потому что именно читка произведения, наложение атмосферной музыки и звуков помогают донести до слушателя всю гамму эмоций и настроения книги. Чтецами выступают артисты, мастера речи, дикторы, также могут выступить сами авторы. Для озвучивания книг были привлечены преподаватели и студенты кафедры театрального искусства АГИКИ и профессиональные дикторы. Я осознал, что Кулаковский действительно является величайшим писателем, да, и мыслителем, философом, потому что там такие, скажем, моменты были, которые и сейчас остаются актуальными. Сейчас у очень многих людей, особенно работающих, не хватает времени на чтение. Поэтому аудиокниги – это отличный формат для того, чтобы познакомиться с книгой во время поездки, прогулки и занятий по дому. Слушайте аудиокниги и наслаждайтесь произведениями литературы. Галина Кутугутова, медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Я думаю, стоит отметить, что необходимо еще и читать правильные книги для того, чтобы красиво и грамотно говорить. Думаю, все мы это прекрасно знаем, а помогает нам в этом наш телепроект «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Во время одной из наших недавних встреч мы говорили с вами о склонении числительных, о тех хлопотах, которые нам приносят изменения числительных по падежам. Тем более, что в повседневной, обыденной, бытовой речи мы часто не утруждаем себя изменением числительных по падежам. Действительно, нам просто некогда об этом подумать. Но в устной официальной речи склонение числительных обязательно. И для того, чтобы справиться с этой задачей, выработать у себя устойчивый навык, могут помочь некоторые правила-подсказки. Например, такие числительные, как 5, 6, 7, 8, 9
склоняются по образцу существительных тень или ночь. То есть нет чего тени, нет чего семи, тенью пятью или ночью семью. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Но вот в слове «газопровод» тоже очень часто допускается ошибка в произношении. И в рубрике «Говорим правильно» мы разбирали это слово. Собственно, почему мы вспомнили его? Дело в том, что добыча газа в Якутии – это уникальный опыт. Становление и развитие газовой отрасли в самом холодном регионе мира ведет свою историю, которую мы предлагаем вам послушать. Доброе утро, уважаемые телезрители! Мы с вами продолжаем нашу рубрику по истории Якутии. И если мы прежде говорили об образовании, о сельском хозяйстве, то сегодня мы затронем с вами тему, которая больше приближена к теме промышленности, то есть о добыче газа. Вообще, если говорить об истории добычи газа в Якутии, то она велась, скажем так, изыскательные разведывательные работы проводились еще и в 20-30-е годы, но тогда они не увенчались успехом. Потом в 40-е годы процессу поиска помешала начавшаяся Великая Отечественная война, и новая волна, так скажем так, уже поиска этого газа началась только от 50-е годы. В 51-52 году у нас ведется поиск газовых месторождений на Кобяе, потом перемещается в бассейн реки Лена, вообще по всему бассейну. И вот в 1956 году, в октябре месяце, наконец-таки из якутской земли пробился первый, скажем так, фонтан газа, который положил начало открытию Усть-Вилюйского газоконденсатного месторождения. И, естественно, после этого начали обнаруживать, вообще находить газ и в других районах республики, все равно по большей части в этом регионе. Это у нас в 1963-1967 году, позднее. Но вот именно из того места, где был впервые добыт газ, было принято решение построить первый газопровод. И, естественно, к этому процессу подключились ученые, в том числе и знаменитый ученый Черский. И строительство первого газопровода началось в 1963 году. То есть мы говорим, это Тас-Тумус-Мастах, до Якутска, Махсоловах и так далее. И в 1967 году этот газопровод дошел до города Якутска, и впервые в дома жителей города поступил газ. И это поспособствовало в том числе и обеспечению тем же самым теплом, и вообще очень много удобства вообще в жизнь горожан привнесла. Естественно, через 3 года, в 70-м году, то есть уже в это время шел процесс строительства Якутской ГРЭС на газотурбинных агрегатах, который также поспособствовал расширению того же самого электричества в городе Якутске. И в дальнейшем этот газопровод строился еще и в 70-е, 80-е годы. И в наше время, если исходить из современных данных, строительство газопровода продолжается в том числе и в Южной Якутии. Это у нас, то есть, Алданский район, Неренгринский район и в том числе и Ленский район. Естественно, конечно, обнаружение газа в республике поспособствовало мощному прорыву в развитии народного хозяйства республики. И вот даже в тех же 70-х годах добыча газа возросла до 185 миллионов кубометров. То есть это тоже является одной из самых важных отраслей народного хозяйства Якутской ССР и нашей нынешней республики Саха-Якутия. Доброе утро всем, кто просыпается и смотрит нас внимательно, а тем, кто еще и смотрит и завтракает, мы желаем приятного аппетита. Не раз в нашей студии мы сами готовили завтрак, также предоставляли наши шеф-повара интересные полезные рецепты. Руслан, вот скажи, в летний период времени твои завтраки стали отличаться от тех, которые, допустим, ты зимой предпочитал? Я вообще сейчас как-то решил
немножко поменять свой утренний рацион. Если раньше, например, я быстренько готовил яичницу, если было сало с хлебом, тоже все это употреблял, добавлял майонез. Но сейчас решил немножко взяться за правильное питание и просто завариваю быстро завариваемую кашку. В основном овсянку. У меня летом вообще другая история. Чем жарче на улице, тем меньше у меня желания есть. Я предпочитаю что-нибудь при этом выпить такое, чтобы это было, во-первых, охлаждающее, но еще и насыщающее. В этом, кстати, меня всегда выручают разные вкусные смузи, какие-нибудь с бананом, с ягодами. Вот это прям я любитель. И, кстати, друзья, мы предлагаем вам новый интересный рецепт, как приготовить летний завтрак. Смузи – это густые напитки из перетертых фруктов, овощей, зелени с разнообразными добавками. Начать свой день со смузи вместо традиционного завтрака – прекрасная идея, считают диетологи. Густая масса, заполняя объем желудка, быстро дает чувство насыщения и снижает аппетит. Такой завтрак особенно хорош для тех, кто следит за своей фигурой. Также смузи хорошо очищают кишечник, стимулируют процесс пищеварения. А вот и наши рецепты. Ягодные смузи. Берем 3/4 чашки нежирного молока, 1/3 чашки замороженных любых ягод, половину банана, 1/4 чашки овсяных хлопьев, 1 чайную ложку меда и четверть чайной ложки корицы. Смешиваем все ингредиенты и измельчаем в блендере. За счет ягод в коктейле много клетчатки, нормализующий обмен веществ и пищеварение. Мед – хорошее средство для повышения иммунитета. Творожно-ягодный смузи. Для него мы берем 100 грамм творога, 100 грамм нежирного йогурта, столько же любых ягод, смешиваем все ингредиенты и измельчаем в блендере. Смузи на основе молочных продуктов богат белками и сытен. Таким коктейлем будет хорошо зарядиться перед ранней фитнес-тренировкой. Однако полностью заменять на смузи традиционные завтраки диетологи все же не советуют. Самое оптимальное – 2-3 смузи завтрака в неделю. Приятного аппетита! Но если мы говорим об утреннем завтраке, то полезном какое утро, завтраке. Да, полезном, то какое утро без зарядки. Вот, например, по утрам, когда едешь на работу, замечаешь все больше людей, которые занимаются спортом, причем как молодежи, так и представителей почтенного возраста. Возраст, как говорится, не помеха. Бег души отрада, признается 95-летний житель Красноярска Александр Веретнов. Оказалось, и такая солидная цифра не мешает устанавливать спортивные рекорды. Подробности в материале Раптли. 95-летний житель Красноярска установил первенство края по легкой атлетике среди ветеранов. Александр Веретнов – спортсмен-любитель. Спортом он всю жизнь занимался исключительно для себя и для здоровья. Про спорт ничего не знали, а приходилось в сельском хозяйстве двигаться. То коров пасти, то еще что приходилось бегать там. Я когда понял, что это не для здоровья, и куренка, и пьянка. И поэтому, когда я понял, что это не надо, то бросил охотно. Пусть я как мел буду седой, я знаю, бег душе отрада. Пока я бегаю, я молодой, а пока молод, бегать надо. Занятия спортом Веретнов не забросил, даже когда устроился в 1944 году на местный завод «Красмаш». Как рассказал сын пенсионера Андрей, в то время его отец принимал активное участие в состязаниях и даже выступал со штангой. Сын Веретнова рассказал, что бег был не единственным увлечением отца. В молодости пенсионер также занимался спортивным ориентированием, ходил на лыжах и участвовал в чемпионате по борьбе. Сейчас на вопрос, как спортсмену удается бороться с ленью, Александр отвечает просто. В жизни все так приспособлено, что все в природе все двигаются, иначе он не выживет.
Среди последних побед пенсионера имеется первенство края по легкой атлетике среди ветеранов в мае 2022 года. По сообщениям местных СМИ, Веретнов установил один из самых возрастных рекордов страны, пробежав 800 метров за 8 минут и 38 секунд. Годом ранее пенсионер также принимал участие в соревновании «Енисей-Батюшка», где преодолел 5 километров за 54 минуты и 17 секунд. Веретнов признался, что с возрастом болезни немного усложняют тренировочный процесс, но точно не отбивают желание заниматься бегом и дальше. Действительно, какой молодец дедушка, но в свое оправдание, почему я не бегаю, да, в своем возрасте, я могу сказать, что у него было гораздо больше времени на тренировки. Да, Я на согласен. подготовке. Ну а мы продолжаем. Красное мясо – признанный лидер гастрономических симпатий по всему миру. Однако свойства этого продукта и его влияние на наш организм вызывают жаркие споры. Неужели вкусное полезным не бывает? У нас на все найдется ответ. И давайте мы разберемся в этом вместе с Татьяной Кехтер. Доброе утро! Красное мясо – продукт, из-за которого ведутся многочисленные споры. Одни советуют полностью исключить его из рациона, другие советуют не отказываться. Как же быть? Давайте разберем подробно. К красному мясу относятся говядина, телятина, баранина, свинина, конина, козлятина. Польза красного мяса. Именно в нем содержится максимальное количество железа, так необходимого женщинам репродуктивного возраста и растущим детям. Красное мясо – один из основных источников витамина В12, отвечающего за поддержку нервной и иммунной систем. Кроме того, в нем много других витаминов группы В, цинка, незаменимых аминокислот. В чем же вред? При избыточном уровне железа повышается количество свободных радикалов. Во время термической обработки происходит образование конечных продуктов гликирования. Чем дальше мясо готовится, тем больше их образуется. И свободные радикалы, и конечные продукты гликирования ускоряют старение, повышают уровень воспаления, риски атеросклероза, инфарктов, инсультов, сахарного диабета второго типа, рака. Большое содержание жира в мясе – это большое количество жирорастворимых токсинов, которые будут растворяться в жировой ткани. Все эти риски повышаются в разы при употреблении переработанного красного мяса. Это все полуфабрикаты, копчености, колбасы, сосиски, сардельки. Эксперты Всемирного фонда по исследованию рака рекомендуют для профилактики онкологических заболеваний снизить потребление красного мяса, от мясопродуктов полностью отказаться. Что же делать? Следует употреблять непереработанное красное мясо 1-2 раза в неделю. Чем меньше жира будет в вашем стейке, тем более он безопасен. Готовить красное мясо на низких температурах, не пережаривать. Прекрасным решением будет предварительное замачивание. Обязательно употребление хорошей порции овощей в 2-3 раза больше порции мяса. Откажитесь от переработанного красного мяса и будьте здоровы! С 26 июня в столице проходит долгожданный международный фестиваль «Встреча с шедеврами ЮНЕСКО на земле Олонхо». Уникальное мероприятие могут посетить все жители и гости нашей республики. Об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. У нас в гостях Туяра Тарабукина, координатор международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо. А также Масис Арутюнян, руководитель танцевально-музыкального ансамбля «Ардвин». Доброе утро! Доброе утро! Несмотря на то, что вы только вчера приехали с Верхневилюйска, вы вот в самое раннее утро уже здесь, у нашей студии. Вот для начала расскажите нам про этот 4-й фестиваль международный «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо». Что это? О чем это? Наш фестиваль проводится в 4-й раз, как вы уже сказали, да, после объявления якутского героического эпоса Олонхо в 2005 году шедевром нематериального наследия ЮНЕСКо. И зародилась такая идея проведения этого фестиваля. Автором идеи является Андрей Исаевич Борисов. И в этом году в 4-й раз мы можем стать свидетелями уникальных шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо. В этом году к нам приехали представители из Азербайджана, Армении, Индии, Кыргызстана и Монголии. Также мы посвятили этот фестиваль нематериальному наследию в год культурного наследия Российской Федерации и пригласили наших коллег из Республики Калмыкия, Бурятия, Алтай, Тыва. Тыва. А также в рамках фестиваля всегда проходит международный симпозиум
принимают участие представители из 80 разных точек, точнее 80 представителей. И есть такие интересные страны, как Иран, Ливан, Туркменистан, Узбекистан, Соединенные Штаты Америки в том числе. Масис, вы представитель Армении как раз-таки, да? Да. Верно. И еще и руководитель танцевально-музыкального ансамбля «Ардвин». Вот расскажите, пожалуйста, что это за название, потому что нам сказали, что есть какая-то интересная связь вот какая-то в названии. Ардвин — это название город, который находится в Армении. Это армянское имя, да? И ничего нет. Ардвин — танцевальный, музыкальный и песни ансамбль. А какую программу вы привезли? Фольклорный ансамбль. Фольклорный ансамбль. Мы вчера был в Верхний Вильнюс. Там уже мы танцевали кочари, армянский танец кочари. Который входит в ЮНЕСКО. Который входит в ЮНЕСКО, поэтому мы вчера уже танцевали, там интересный, очень красивый, очень удобное место, мне очень нравится Верхний Вильнюс. Я первый раз был вообще-то в Якутию. Кочари есть, наверное, почти 50 вариантов. Но вчера мы танцевали 4 вариантов. Мшок кочари, алашкерти кочари, ахкати кочари и Вана кочари. Вана тоже армянский известный вам город. Мшо — это район, поэтому называем Мшо кочари. Кочари Мшо, да. Ахкати кочари — это богатый кочари. И Алашкерт тоже район в Армении, поэтому Алашкерти кочари. Кочари Алашкерта, если. Сегодня как раз для жителей и гостей нашей республики, столицы нашей республики, в городе Якутске пройдет какая-то творческая встреча, которую как раз-таки устраивает ваш коллектив, верно? Да, да. Где можно посетить, часов. что ждет нас, где это будет проходить? Наверное, сегодня мы будем петь армянские народные песни, любимые песни, патриотические песни, шутные песни и рассказывать об Ардвине. А где будет проходить? В малом зале Саха-театра. В 6 часов. Приходите, ждем. Кроме культурной программы, будут ли проходить какие-то обучающие мастер-классы, обмен опытом участников? Да, традиционно у нас проходят мастер-классы, встречи, да, но все мероприятия в рамках фестиваля мы привыкли называть встречами. Вот, когда живое общение идет зрителей с участниками фестиваля, и они могут показать и рассказать о своих их традициях. И 26-го мы всех ждем на гала-концерт, который состоится в Государственном театре оперы и балета в 18:30. И что будет? Это будет итоговый какой-то концерт или какие-то будут, может быть, новые нас ждут, необычные номера? Это будет гала-концерт. Все участники фестиваля покажут свою программу. И также это будет закрытие фестиваля, финальный день нашего фестиваля. Масис, а вы впервые в Якутии? Да. Но вы вчера были на нашем национальном празднике. Поделитесь вашими впечатлениями. Вчера, позавчера мы были в Верхний Вильнюс. Очень интересно. Там очень холодно, но это ничего, потому что очень интересно. Все очень это искусство якутское, это песни. Мы даже учились, да, это танец. Асохи? Асохи, да, асохи. Мы пели тоже. А нашу национальную кухню вы пробовали что-нибудь? Да, конечно, очень интересно, очень вкусно. Мне нравится. Что еще, может быть, отметите, что, вот, допустим, вы провезете с собой домой и расскажете другим знакомым, друзьям? Сувениры. Да, про нашу Якутию.
очень, вообще-то, Якутия для меня, для нас, наверное, очень интересное место, потому что это я еще не был в России. Вообще-то я не был в России, я был только в Сочи. Поэтому для меня это первое впечатление. Это я не могу сказать вообще-то разница в Якутии или Москве, да, там, чтобы. Поэтому Россия для я только один раз был в России, поэтому Якутия, наверное. Ну, это, можно сказать, как начало, да, знакомства с Россией. Думаю, даже очень хорошее. А сколько участников в вашем ансамбле? Вообще-то мы приехали 7 человек. Ну, вообще-то Ардвин до 20 человек. Мы приехали 7 человек. Мы армянская делегация 7 человек, 8 человек. Один человек это Корин Давтян, который вчера пел уже, Давид Сасунский, это армянский эпос. С другого коллектива, да? Да. Ну, наверное, 26-го он будет. Да? В общем, я так понимаю, что 26 числа мы увидим вообще всю палитру, да, всех участников. А в целом, допустим, сколько вообще коллективов принимает участие? Сколько регионов было приглашено и принимает участие? Как я уже сказала, 5 стран и 6 регионов Российской Федерации. Но один коллектив представляет несколько традиций, да. Вот, как сказал Масис, уже они и танцуют, и поют, и также вот Корин Давтян, он основатель творческой студии Кайт, который пропагандирует эпическое наследие Армении. И для нас это впервые, да, чтобы из Армении приехал носитель этого эпоса. Для нас очень интересный важно, эпос. Армянский. А так вообще, вот, допустим, есть, как исполняет, допустим, эпос Аланхо и как, допустим, эпос армянский исполняется? Похоже или? Вот как раз Корин, мы вчера общались с ним, да, и он на открытии Верхнеглюйска, он сказал, что у нас тоже есть вот похожие темы, и мы разбирали как раз-таки манеру пения, да, у нас же Аланхо герои, антигерои, да, они все в определенной манере исполняют, да. И вот в Армении, оказывается, тоже есть такое. Именно в эпосе Давид Сасунский, да? Эпос армянский это речитативные песни, да? Не только вокальные, это речитативные, и поэтому это не похоже армянский другой песни, это вообще другой, это речитативный. Это нужно слышать. Да. Масис хотел исполнить же, да? Но из не эпоса, армянский народный песни. Может, наверное, у нас время ограничено немножко, отрывок небольшой, да? Отрывок. Обязательно, здорово. Комитас это армянский известный, вообще в мире известный композитор. Арна Мертамимьяра. Я просто не могу переводить. Это что? Песня о любви. О любви. Все, хорошо. Arnemer tamim yare, arnemer tamen sare, arnemer tamim yare, serane loven sare, arnemer tamim yare, serane loven sare. Yarem gătăr nari pes, încinari țari pes, urvorgănam cangnațer, încinari țari pes, urvorgănam cangnațer, încinari țari pes. Arnemer tamim yare, arnemer tamen sare, arnemer tamim yare, serane loven sare, arnemer tamim yare, serane loven sare.
Большое спасибо. Ну, судя вот по интонации, это очень взаимная любовь, и все у меня хорошо. Большое вам спасибо, Большое что спасибо. нашли время прийти Спасибо в нашу вам студию, тоже. еще и зарядить настроение всех наших телезрителей. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из новостного блока. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Владимир Путин поручил Кабмину рассмотреть вопрос о досрочной пенсии для многодетных отцов. Так, правительство России до 1 октября рассмотрит вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам. Глава государства утвердил перечень поручений. Кроме того, правительству до 1 сентября поручено обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита по льготным ставкам при условии рождения в семье ребенка до конца следующего года. В Якутске участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. В авариях за май пострадало около 10 человек, где половина – это дети. Чаще всего пострадавшие ограничивались легким испугом, ушибами, но также есть переломы и серьезные травмы. На сегодняшний день смертельных исходов не зафиксировано. Напомним, что на средствах индивидуальной мобильности можно ездить, начиная с 14 лет. Но они у нас, в принципе, согласно правилам дорожного движения, уже имеют категорию конкретно как пешеходы. То есть они, опять же, должны соблюдать правила дорожного движения именно пешехода. То есть не выходить, не выезжать на проезжую часть. И когда они переходят дорогу по пешеходному переходу, они должны, опять же, в пешем порядке переходить проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Якутия вошла в тройку лидеров среди регионов по росту турпотока. 2/3 гостей – это приезжие из Москвы и Санкт-Петербурга. Так, с середины апреля до середины июня количество гостей Якутии более чем на 30% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Данные помогли определить точки притяжения гостей и составить рейтинг самых популярных локаций. Пик посещения республики пришелся на последнюю неделю апреля. Это дни столетия Якутской ССР. Самая часто посещаемой стала Комсомольская площадь в Якутске. Также прирост гостей зафиксирован в административных центрах Верхневилюйского, Намского и Татинского районов. А в ночь на 26 июня автобусы будут курсировать из Якутска в Усть-Хатын. Таким образом, жители столицы республики смогут поехать на обряд встречи солнца Сеха-Туймады на общественном транспорте. Так, автобусы ЯПАК будут ездить от автовокзала с интервалом 20-30 минут. Транспорт некоммерческой организации «Союзавто» из медцентра с интервалом 15-20 минут. Все автобусы также будут выполнять обратные рейсы в город. 25 июня первый автобус выйдет из автовокзала в 6 утра. 26 июня последний рейс запланирован в 21:00. Стоимость проезда – 50 рублей. Между тем, 3 лучших сказителей Осохой определят на Сехи-Туймады. Финал конкурса пройдет 26 июня. Лучших сказителей также наградят ценными призами. Первый этап конкурса исполнителей Осохой стартует 25 июня в 14:00. Конкурсное жюри на месте определит имена финалистов. Второй этап конкурса намечен на 26 июня с 10 до 15 часов. В первом этапе конкурса смогут принять участие все желающие. Участники подают заявку с указанием полного имени, номера паспорта, места прописки, номера телефона и данных ИНН. Также для участия в 4-м чемпионате мира по масс-рестлингу в Якутск прибыли команды-участницы соревнований. Первыми на якутскую землю ступили спортсмены Белоруссии, Бенина и Того. За ними в Якутск прилетели атлеты Венгрии, Греции, Словакии и Индии. Также прибыли представители Азербайджана и Бразилии. По якутской традиции в день национального праздника гостей встретили якутскими оладьями и кумысом. Национальная вещательная компания «Саха» будет транслировать весь чемпионат в прямом эфире. Также соревнования можно будет увидеть на федеральном телеканале «Матч ТВ». К этому часу это все новости. Всего доброго и удачного дня.
Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами. Мы утром создаем настроение всем нашим телезрителям. Мы вместе с вами смеемся, радуемся. Также мы вместе завтракаем, занимаемся зарядкой и рассказываем полезные секреты. Ну и, конечно же, мы не можем с вами не поделиться о том, как же Дарья Анкехова у нас осваивала для себя новую профессию. Давайте об этом узнаем. Здравствуйте! Здравствуйте! Дарья. Сергей. Очень приятно, знакомьтесь. Сергей является у нас директором общественной организации, которая с недавних пор занимается подобным очень увлекательным делом. Сегодня у нас в клубе порядка 180 человек обучается бесплатно. Это дети от 7 до 14 лет и от 15 лет и старше получается. А вообще, вы говорите, летом, то есть зимой у вас тоже идет какая-то деятельность? Да, все лодки, которые здесь находятся, это дети сами зимой строили с 2018 года, получается, в кружке в зимнее время. Так, по поводу техники безопасности, давайте все-таки поговорим. Тут все дует туда-сюда, лодки шатаются, плавать не умеют. Дальше что? Вообще, какие самые опасные моменты могут произойти с человеком, который впервые садится в такую яхту? Самое опасное просто в воду упасть, воды нахлебаться. И все? Все. А перевернуться? Перевернется, ничего страшного. Это же жизнь. Лодка рассчитана на то, чтобы ей переворачиваться. Да? Дальше, если для новенького, получается, вот у нас сейчас парус по ветру полощется, да? Угу. И, как я говорил, мы управляем вот этими веревочками, шкотами. Да. Вот, нашли конец, наш кончик, да? Чтобы парус заработал, не надо его много выбирать. Скажем, да? Вот буквально он полощется, 10 сантиметров, он уже парус набрал воздух, он уже в рабочем состоянии. Вот так. Опять же рулем, подскажу сразу. Да. Когда руль вправо, лодочка будет поворачивать влево. Когда руль повернем сюда, влево на себя, лодочка будет поворачивать вправо. Когда мы идем прямым курсом, то мы не юлозим, ловя наш попутный курс, куда точнее мы идем, а совсем по чуть-чуть. Сюда 5 сантиметров 3, сюда лодка всегда куда-то уходит, особенно к ветру. Угу. Ее и волной маленько раскачивает, куда-то уводит, и ветром уводит. Поэтому всегда следим за курсом и за парусом. И третье, следим за обстановкой, чтобы ни в кого не врезаться. Как много надо думать здесь одновременно? Это вначале много думать. Чтобы нам развернуться, уже надо резко заложить руль. Ой, резко вы сейчас не упадете в воду? Не упаду. Тяжелый я для этой лодочки, поэтому... Резко руль заложили и пошли поворачивать. Лодочка развернулась, руль прямо сделали и пошли своим курсом. Во время поворота парус начнет у нас переходить на эту сторону. И в тот момент, когда парус будет посередине, наша голова идет навстречу, тоже посередине, и мы уходим на тот борт, правый. Товарищи, я ничего не понимаю. Я даже не понимаю, в какую сторону дует ветер. Вот куда он сейчас дует? Мне кажется, он везде, вот туда и сюда. А он говорит повернуть по ветру. Это же практически нереально. Сейчас что-то пойдет не так, я уже чувствую. Помните, как садиться? Уже нет. Надо держаться за эту штуку. Держимся и туда шаг делаем. Чем середину сделаете, тем она меньше будет качаться для вас. Начинается. Подождите. Так, вот эта управляемая штучка. Что я делаю? Зад-вперед, зад-вперед? Сейчас получается... Это резко я запомнила, когда повернуть надо. Да. Это я запомнила. Туда. Давайте сначала вот так и сделаем. Вот так вот, да? Вот. Так, если получается вам так сесть, да? Вот так возьмите руку. Да, вот так. Вот этой рукой? Вот так. Ага. Я должна все время делать туда-сюда, туда-сюда. Не. Когда мы идем, вы ровно держите руль. Если уходите куда-то, то по чуть-чуть совсем. А когда полностью разворачиваемся, полностью закладываете руль. А попробуйте сесть прямо сюда. Вот то есть вы все-таки хотите, Сергей, чтобы я туда в воду окунулась, точно. Да? Каким образом я сяду, если у меня... Вот сюда садимся. У вас парус сейчас наполненный. Да, смело. Ой, мамочка, я же в воде уже. А теперь поближе ко мне, Да. Да. Теперь руку вот сюда надо, удлинитель туда передвиньте. Ага. И вот так вот. Не-не-не. Во-во-во, да. Что происходит? Почему такой ветер? Что происходит? Вот он сейчас вас... Ой, мамочка, я куда-то поплыла. Вот сейчас вы идете в мою сторону. Ой, чей-то тапок. Ой, мамочка, я куда-то плыву, что делать? Не уплывете. И? Вот вы идете в обратную сторону, грубо говоря. Иду к вам в обратную сторону, и потом
Потом дошли, разворачиваемся обратно. Опять Туда. резко руль от себя, лодочка пошла поворачиваться. Я опять наклоняюсь под нее. Ой! Наклоняемся. Боже Вот, в мой. середине ваша голова с гиком встречается, расходитесь. И сюда опять садимся. А если по центру, то просто нагибаться надо, да? Ну, по центру не сидят. Доброе утро, Якутия! Отлично, Да. я думаю, да. Прям вообще свежий солнцем, воздух, воздух солнце, и вода, море, ветер наши и вода. бодрые друзья. Ну и тем более, друзья, ловите летние денечки, наслаждайтесь каждой минутой. Вы можете также проводить все это с пользой. Знаешь, что мне больше всего понравилось, что зимой дети без дела тоже не сидят. Они изготавливают вот эти вот свои парусные средства, вот свои лодки. И я думаю, это, наверное, стократное удовольствие, когда потом летом в сезон ты вот на этой лодке с собственными руками изготовленной. Бродишь просторы Да, вообще водные. здорово. В общем, друзья, точно так же врывайтесь в рабочую неделю, в это утро, в этот день. До новых встреч в эфире.